Ну, я сразу хочу сказать, что только на парламентской ассамблее участие России в европейских институтах не ограничивается. В рамках Совета Европы Россия участвует, и у нее представители в Еврокомиссии, и есть там Конгресс муниципальных депутатов и так далее. Россия там тоже присутствует, поэтому здесь это больше, ну, своего рода демагогия и шантаж со стороны российской властей. Что касается ЕСПЧ, то, ну, на мой взгляд, в чем вот была проблема возвращения России в этот раз на этих условиях? Да? В том, что Россия не выполнила ни одного условия, которые на нее были возложены парламентской ассамблеей. 8 резолюций было принято за прошедшие 5 лет, которые касались и оккупации Крыма, и преследования политзаключенных. По морякам. Моряки вошли в 2 резолюции. Это была резолюция в январе 2259 принятая, и последняя резолюция 26 июня принята, где номером 1 идет освобождение моряков, и только потом заплатите взносы. Что для европейцев, в принципе, как-то даже странно звучит. Да? Вроде как им очень деньги эти нужны были. При том, что Россия до сих пор как бы полную сумму не оплатила и не собирается, по всей видимости. То есть речь идет о том, что Европейский суд и его эффективность для россиян крайне низка. Ну, во-первых, это сроки рассмотрения и процедура. То есть, ну, простой пример. Буквально на днях Европейский суд принял решение, значит, обязать Российскую Федерацию выплатить компенсацию и судебные издержки женщине, которая пострадала от незаконных действий властей в ходе какого-то митинга, который произошел 13 лет назад. Эта женщина умерла уже. И тут Европейский суд, значит, выносит такое вот решение. Да, замечательно, ее наследники эти деньги получат. Но когда Европейский суд выносит решение, оно имеет 2 части, 2 стороны. Первая сторона – это изменение в законодательстве, которое позволяет привести правоприменительную практику к стандартам Европы, к стандартам Европейского суда. И вторая – это материальная часть компенсации. Так вот, вот эту первую часть российские власти практически не выполняют. И сводят это все к компенсации. А компенсация выплачивается из бюджета. А бюджет – это деньги налогоплательщиков. Получается, что власть... Сами себе выплачивают. Да, российская власть не теряет конечно. ничего, а как берет деньги из одного кармана налогоплательщика и перекидывает в другой. Всего за все эти годы, за 20 лет с небольшим, Европейским судом было рассмотрено всего лишь несколько тысяч дел, которые пришли из России, были направлены, при том, что там 140 миллионов человек. Да? То есть не каждый обратится, не по каждому будет вынесено решение, не каждое решение будет выполнено в должной мере. Таким образом, эффективность ЕСПЧ для России крайне низка. И вот эта позиция, что давайте мы вернем Россию, а то, значит, россияне останутся без ЕСПЧ, возвращая Россию без выполнения обязательств, это означает только политика умиротворения диктаторов. Это все Европа проходила в 30-е годы. Сейчас, почувствовав вот эту кровь, не желая выполнять те обязательства, которые были наложены, но это приведет только к отрицательным результатам для Европы прежде всего.